Дорогие зрители, сегодня короткий репортаж с издательства «Молодая гвардия». Недавно, будучи в Москве, заглянул к ним на огонек. Издательство располагается по адресу улица Сушевская, дом 19, строение 5. На первом этаже книжный магазин. Рекомендую. Здесь можно приобрести все книги издательства. И главный бренд издательства, конечно же, это серия жизнеописательных людей. Вот и мы во вселенной ЖЗЛ. Кстати, так называется газета, которая рассказывает о новинках издательства. И это площадка для разговора о героях отечественной и мировой истории. В этом году издательство «Молодая гвардия» отмечает свой столетний юбилей. Вспоминаю слова академика Дмитрия Лихачева. Значение серии ЖЗЛ в том, что через историю и личности она раскрывает все богатство и многообразие культуры прошлого. Биографии людей, послуживших прогрессу человечества, несут в себе огромную воспитательную ценность. На книжной полке Максим Амосов рядом с Чингизом Айтматовым. В этом году мы отмечаем 125 лет со дня рождения Максима Кировича, а Чингиз Тарикулович Айтматов – писатель, ставший классиком еще при жизни. Здесь же наш классик, народный поэт Якутии Семен Петрович Данилов. Поднимаемся в приемную директора и главного редактора. Здесь в шкафу на почетном месте Платон Аюнский и Семен Данилов. Они словно держат герб Республики Саха. И кажется, это тоже неспроста. Они здесь рядом. Тем более в год столетия Якутской автономной республики. Состоялась короткая встреча с директором Татьяной Александровной Дорошиной. Она показывает награды, премии издательства, полученные на различных фестивалях и конкурсах. Я прошу Татьяну Александровну сказать несколько слов якутским читателям. В год столетия Молодой гвардии, пожалуйста. Спасибо за внимание к нашему издательству, к нашим книгам, читателям, авторам, с которыми мы активно сотрудничаем, руководству республики, которое так внимательно относится к проблемам культуры и сотрудничает с издательством «Молодая гвардия». Надеюсь, оно и дальше будет таким же плодотворным и успешным. Спасибо. Спасибо. Еще раз поздравляю с столетием. И вот вчера вам вручили приз, награду «Событие года». 100 лет все-таки это очень важная дата. Да. Спасибо большое. Мария Кирилловна, какие у вас планы? Потому что столетие это же такая дата, и тем более ваши книги, как я уже сказал, это начиная с древности и до наших дней, ваши герои. Да, можно сказать, что «Молодая гвардия» выбрала в своей книге всю мировую историю, всю историю человечества, всю историю цивилизации от древнейших времен до наших дней, и все замечательные с точки зрения оставившие заметный след в истории люди, практически, наверное, все, но большинство уж во всяком случае, стали героями легендарной, не побоюсь этого слова, серии «Жизнь замечательных людей», серии, не имеющие аналогов в мире, серии, достойной быть включенной в Книгу рекордов Гиннесса, серию, наверное, на которой выросло не одно поколение наших соотечественников. Во всяком случае, вот я с детства помню, что практически не было семьи, в библиотеке которых не было хотя бы одной книги «Молодой гвардии». «Молодая гвардия» в свое время была самым крупным издательством нашей страны. На сегодняшний день оно является старейшим издательством, которое продолжает свои славные традиции, которое не собирается сдаваться перед трудностями, перед вызовами, которые мы все встречаем на своем пути, особенно в сегодняшнее непростое время. Мы по-прежнему молоды душой, недаром мы молодая гвардия.
Для якутян особо отмечу, что мы намерены продолжать нашу линейку серии «Жизнь замечательных людей», посвященную великим людям Якутии. Мы очень дорожим этой линейкой, очень рады, что она выходила и выходит под маркой «Молодой гвардии». Можно сказать, что мы дружим, издательство и республика. Поэтому и вам огромное спасибо, наши дорогие читатели. Мы работаем для вас. Мария Кирилловна, а вот с чем встречаете столетие и вот какие планы все-таки в этом году вот к столетию? Ну, знаете, о планах мы все немножко суеверные, о планах говорить не будем. То, что уже в руках, синится в руках, то сказать, конечно, можно. Мы начали новую серию, которая называется «Биографика». Эту серию придумал наш заместитель директора Роман Анатольевич Косыгин. Она будет как бы разделена на две ветви, можно так сказать. Биографика «Золотая полка». Вот можно показать первую книгу, выпущенную в этой серии. Это будет вот такое оформление, которое будет сочетать в себя традиции прошлого книгоиздания, лучшие традиции, и отражать наиболее значимые книги, выходящие вот теперь. Это действительно такой мостик между прошлым, настоящим и будущим. И многие книги будут дублированы в нашей классической серии «Жизнь замечательных людей», к оформлению которой все привыкли, и вот в таком вот новом оформлении. Второй ветвью этой серии «Биографика» будет биографика классика. Сейчас у меня под рукой нет показать первые выпущенные книги, тома, но я думаю, что наши читатели зайдут на наш сайт и все там подробно изучат, рассмотрят, прочитают, и что эти книги тоже появятся в их библиотеках и будут также радовать их, как и предыдущая. Серия ЖЗЛ при этом, естественно, будет продолжаться, потому что это наш флагман, это наше все, как, наверное, Пушкин для русской литературы. Вот, да, но я хотел вот еще уточнить, вот в рамках выставки ярмарки прошли встречи, да, презентации. Вот столетие не планируете вот такие встречи проводить и дальше до конца года? Да мы не только к столетию, мы постоянно проводим презентации, мы постоянно проводим встречи с читателями в магазинах, в литературных клубах, на выставках, ярмарках. Это наша, можно сказать, праздничная, но повседневная работа. Праздничная, потому что это всегда для нас радость. Мы вообще издательство, которое ориентировано на автора. Я думаю, что Олег Гаврилович не даст соврать. Мы очень любим наших авторов, привечаем их и вообще считаем членами нашей большой дружной семьи. Поэтому максимально стараемся о книгах, которые они пишут, рассказывать где только можно. Мы выпускаем рецензии в СМИ, мы делаем радиопередачи, телепередачи. В общем, работаем с читателем, с автором. Ну, что, собственно, и должен делать настоящий издатель. Конечно, да. Это не только выпуски книг. Да. Конечно. Ага. Да. Мария Кирилловна, вы сами тоже замечательный автор, писатель. Спасибо большое. Да, музыкальный критик. Спасибо. Вот, и ваши вот личные планы, что еще подарить своим читателям? Ну, об этом вот совсем рано говорить. Сейчас моя книга о Вагнере будет переиздана как раз в серии «Биографика классика». Вот совсем скоро она уже будет в продаже, скоро мы получим тираж. Ну, а там дальше, что Бог даст. Хорошо. И вы в Якутии были несколько раз. Вот какие впечатления Якутия оставила? Пользуясь случаем, хочу признаться в любви к этой замечательной земле, благословенной земле. Это восторг, это любовь, но когда восторг с любовью, это, конечно, поэзия, это, конечно, творчество. И я очень
надеюсь, что еще не раз мне судьба подарит такой подарок, побывать в Якутии, пообщаться с жителями, представить книги. Я думаю, что еще не одну книгу мы выпустим в серии «Жизнь замечательных людей». Поэтому остается только ждать и надеяться. Да, вот 27 апреля наша республика отметила столетие, да? Мы ровесники. Автономной республики. А вот у вас дата. Есть точная дата, 10 октября Вот, 1922 года. И что планируете 10 октября? Я все-таки вот хочу у вас вытащить такую информацию. Мы, наверное, как-то отпразднуем наш день рождения, вот, но у нас весь год такой, можно сказать, праздничный. Как и у нас. Да, вы же тоже целый год отмечаете, не только 27 апреля. Поэтому у нас вот только что закончившаяся книжная ярмарка тоже проходила под знаком этого события. Мы приглашаем всех наших авторов своим творчеством держать и дальше высокое знамя качества издательства «Молодая гвардия». Ну и куда же мы без авторов-то? Мы надеемся, что мы все будем вместе. И не только 10 октября, но и вообще на протяжении следующих 100 лет. Да простят мне наши читатели и авторы такой оптимизм. Да. Спасибо, Мария Кирилловна. Мы хотим вам пожелать дальнейших успехов. Вам лично, как автору, как писателю, как исследователю, я бы даже сказал. И, естественно, нашим любимым издательству «Молодая гвардия». Большое спасибо. Повторю еще раз, издательство «Молодая гвардия» очень дорожит нашими отношениями с Якутской республикой, республикой Саха, с народом Саха. Мы вас любим и продолжим работать. Спасибо.